как-то решили после долгого перерыва пополнить фонд национальной библиотеки вот такой книжкой. Значит, кое-кто эту книжку видел, а кое-кто уже рецензировал. Вот сидит один рецензент, это Алексей Борисович Бабочкин, врач ультразвуковой диагностики, самый известный в нашей республике за пределами, прежде всего. Вот. И второй рецензент сидит, как ни странно, наш студент Леша Яковлев, который тоже имел удовольствие эту книжку рецензировать. Вот. Почему вдруг мы узкоспециальное учебное пособие обсуждаем в Национальной библиотеке, а скажем, не в библиотеке медицинской академии или не в библиотеке ЕшГТУ? Потому что эта книжка плод труда нескольких вузов. Это межвузовская такая коллективная интеллектуальная собственность. Вот. Есть достаточно длинный список соавторов. Прямо скажем, не все из этих соавторов были действующими в полной мере соавторами, но так или иначе книгу они прочли всем и внесли в нее свои правки. Вопрос. Итак, все-таки для чего же эта книжка была написана? Ее можно уже положить. Дальше интересно. Дело в том, что, наверное, каждый из сидящих здесь хоть раз до на УЗИ-то был, так или иначе. Есть люди, которые не были на УЗИ среди сидящих здесь? Нету. Вот, а кое-кто даже этим методом исследования и владеет. И возникает вопрос, а вообще какое место занимает ультразвуковая диагностика, так называемая, вообще является ли она диагностикой вот, в нашей стране? Вот смотрите, какая штука интересная происходит. Когда я потом перезвоню. Угу. Вот какая происходит интересная штука. Вот у нас сейчас медицина дробится на все больше и большее количество специальностей, но и считается, что один специалист имеет право ничего не знать о другой специальности вообще. Вот, поэтому кардиолог может гордиться тем, что он ничего не знает по ортопедии и не ведает ничего о суставах. Вот, гастроэнтеролог имеет право совершенно не интересоваться травматологией, ну, вот, и так далее и тому подобное, скажем, а окулист может и вовсе вот, не знать о существовании других органов. Вот. Но в отношении врача УЗИ эта идиллическая ситуация почему-то очень быстро заканчивается. То есть он обязан в силу своего ненормального юридического и функционального положения быть специалистом во всем, что достаточно странно. Ну то есть стоит, допустим, большая больница. И в ней врач УЗИ всего один. Вот. Там разные специалисты, и все они выписывают направление на УЗИ своего любимого органа. Вопрос. Где же должны заканчиваться пределы понимания врача УЗИ, который должен этот орган описать? И получается, что у нас единственным настоящим врачом, который обязан быть врачом в широком смысле этого слова, глубоко эрудированным, как раз оказывается, что этим врачом должен быть врач УЗИ. Даже не рентгенолог, даже не специалист по магнитно-резонансной томографии, а именно врач УЗИ. Почему? Потому что считается, что это самый доступный и самый эффективный метод непосредственной визуализации органов, тканей и процессов. Но разве у нас есть такие врачи, которые разбираются во всем, во всем, во всем? Наверное, это какой-то нонсенс. Наверное, это какая-то аномалия, которая существует только в России. И поэтому надо понять, откуда все это выросло. Вообще, ультразвуковая диагностика в России появилась, наверное, в конце 80-х, в начале 90-х годов, в более-менее доступном состоянии, не как экспериментальный метод. Хотя, по-моему, в больнице наш первый аппарат УЗИ был уже в НАТО, и было это, когда мы были на 4-3 курсе. Вот. Но никто Жуплатова уже не помнит, и аппарат этот тоже, мы с тобой помним, а остальные стараются о нем не вспоминать. Вот. И поначалу ни про какую диагностику речь не шла, а шла речь о методе прижизненного изучения клинической анатомии. Нет, еще методом ранней диагностики беременности. Вот. И так далее. Но, во всяком случае, датчик ультразвукового сканера не прикладывали к чему попало и не пытались изучать любые органы, какие только в голову не придут. Вот. И поэтому специальность, она поначалу была такая немножко элитарная.
То есть близость к ультразвуковому сканеру, к редкому дорогому прибору, который позволяет и беременность диагностировать, и посмотреть, есть ли камни в желчном пузыре, она вообще рассматривалась как благо. И поэтому поначалу врачи УЗИ были такие белая кость, которые сами решали, что они будут смотреть, так ведь, Алексей Борисович, а что они смотреть не будут. И поначалу все это было правильно, с тем, чтобы не ждали от этого метода чудес. Вот. Но со временем врачей здесь стало становиться все больше, а круг задач у них начал расширяться совершенно стремительно. Есть сустав, почему бы его не посмотреть на УЗИ, есть диск между позвонками, почему бы его не посмотреть на УЗИ, и все это происходило в нашей стране. И я думаю, что это нормально, до тех пор, пока впервые не попал за границу. За границей же ситуация оказалась совершенно обратной. В земельной клинике в Австрии, считаем областной больнице, вот где у нас Моцарт родился в Зальцбурге, в городе Зальцбурге я попал в отделение лучевых методов диагностики. И там стоял страшно навороченный аппарат УЗИ, и почему-то никто не пользовался. Я говорю, вот ведь стоит аппарат, а там при мне буквально выкатывали из ворот одного из отделений бабульку на каталке, у которой была выполнена холецистэктомия, то есть убрали желчный пузырь, и у нее там образовался вроде бы абсцесс. И бабульку благополучно заталкивали в магнитно-резонансный томограф, чтобы, во-первых, на этот абсцесс поглядеть, а может быть потом под контролем томографии проткнуть, то есть опорожнить, чтобы все видели. Вот. А так как я там был на стажировке, я говорю, своим коллегам говорю, что мы так мучаемся, вот стоит аппарат УЗИ, давайте мы на УЗИ посмотрим, есть там абсцесс, может пузыря или нет, и под УЗИ мы все там благополучно и проведем. Дешево и сердито очень быстро. Я говорю, да что вы, Евгений Павлович, мы его не включать-то боимся, этот аппарат. Я говорю, почему? У нас в клинике этим аппаратом пользуется всего один человек, и сейчас он отсутствует. А где он? Вот. Они говорят, он ездит по Европе, читает лекции. Я говорю, что он у вас вообще один на весь Зальцбург? И тут выяснилось, что вообще он у нас один на весь Зальцбург. Вот. И тут стало ясно, что вот то место, которое во всех нормальных странах занимает методы всякие томографические, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, это место у нас в стране занимал орган, так сказать, метод заместитель, метод ультразвуковой диагностики. Вот, и в результате в нашей стране развитие вот самой этой специальности, оно пошло таким особым нехоженным путем, и по сути это русская ультразвуковая диагностика, это очень сильно отличающаяся по целям, задачам и возможностям вот такая специальность от таковой на Западе. Что на Западе ультразвук нужен только для врача, который лишен возможности ежедневно, ежечасно посылать больного на томограф, скажем, какой-нибудь врач общей практики. Вот пример. Либо метод существует при том или ином отделении для решения узкоспециальных задач. Но вот так, чтобы один человек с одним и тем же аппаратом пытался, ему было вменено в обязанность все знать, все видеть и все понимать, от головы до пяток, и от печени до сердца, и до малого таза, такая ситуация существует только в нашей стране. Это с одной стороны. И, к сожалению, сейчас наступает новый этап в развитии ультразвуковой диагностики, как говорится, этап трансформационный. Можно ли так, Алексей Борисович, сказать в широком смысле? Ну, то есть, вот, понимаете, ситуация какая? Вот раньше, чтобы снять фильм, это надо было уметь пользоваться кинокамерой, обрабатывать пленку, выстраивать кадр. Почему? Потому что на пленке не ошибешься, 10 дублей – это дорого. И поэтому снимать фильмы – это был удел больших режиссеров и студий. И продукт поэтому получался очень даже неплохой. Сейчас же любой может включить видеокамеру и сам себе режиссер. И поэтому уровень выпускаемых фильмов начинает падать. Это с одной стороны. То же самое, кстати, происходит, наверное, и даже среди актеров. То есть, если раньше надо было учиться, отбираться, то сейчас главной кузницей актеров становится не ВГИК или институт театра, а КВР. То есть клуб веселых и находчивых. Нет, люди там, безусловно, талантливые, но видите, как все перемещается. И вот
И у нас то же самое. Вот в ультразвуках лунные люди, которые в принципе не знают, для чего он нужен. Вот я сегодня читал лекцию, опять же, курсантам, врачам. Они искренне удивляются некоторым подходам к диагностике того или сего. Штука состоит в том, что ультразвук в нормальных руках – это синтетическая специальность. И человек, который выполняет ультразвуковое исследование, он непосредственно контактирует с больным. Он больного должен расспросить, полностью выполнить в идеале физикальное обследование больного для того, чтобы четко самому себе задать вопрос, а для чего я выполняю этот метод, какие цели и задачи я ставлю. Это как бы от максимума. И только потом выполнить метод. Но происходит еще один, с точки зрения профессионала-врача, неприятный момент. Дело в том, что ультразвук превращается в гаджет. То есть фирма Apple выпустила, уже года три, наверное, Да, несколько. К любой уже смартфону к подходит. любому смартфону существует беспроводной ультразвуковой датчик. Вы можете прекрасно, совершенно спокойно выполнять себе УЗИ хоть каждый день. Вот каждые 5 минут. Более того, вы точно так же при помощи смартфона можете выполнять себе ЭКГ. Вот. Рентгеновские вот методы пока еще не дошли до этого дела. Там ионизирующая радиация. Вот. Анализ крови вы можете произвести без проблем. Сахар посмотреть, холестерин, да все что угодно. И вот буквально недавно я был в книжном магазине в Доме книги Московском и напоролся на целый шкаф иностранных книжек переведенных, где описывается смартфонная революция в медицине. Это удивительная вещь. И вывод из этой, все книги говорят о следующем. А зачем нам вообще врач-то? Нам врач не нужен. Говорят все люди. Почему? Потому что смартфонная революция позволяет, допустим, если у вас появилось какое-то пятно, очаг покраснения, экзема какая-нибудь, снять это все хозяйство на смартфон и изображение отправить удаленному специалисту, где удаленный специалист скажет, что делать. Это с одной стороны. Или даже в нашей медакадемии был сам свидетелем того, как предлагалось диагностировать и лечить пародонтоз. То есть берется смартфон, вы не поверите, это сущая правда. Он вставляется в рот камерой, делается снимок и передается этот снимок пародонтологу. Пародонтологов ведь мало, а зубов много и пациентов, поэтому вот он пусть принимает изображение, полученное смартфоном, и передает, опять же, связывается по интернету или по телефону, объясняет, как лечить. Или, например, сейчас вот появляются кабинеты МРТ, очень интересно в нашем городе, вот где нет врача вообще. Вы думаете, что там есть врач? Там есть некий техник, который вас засунет в магниторезонансный томограф. Эти изображения передадутся куда-нибудь в Новосибирск, где в Новосибирске на них поглядят, напечатают заключение и вам выдадут. И получается, что человек-то уже и не важен, благодаря чему и появился термин сейчас еще и маршрутизация, когда вообще человек не нужен, человек превращается в пакет некой информации. Вопрос. Если такая дистантная медицина начинает развиваться, а зачем тогда вообще нужны врачи? Хороший вопрос. И вот на Западе отвечают на этот вопрос утвердительно, что ведь не нужно совсем. Вот. Если вы можете снять любой параметр и отправить его куда угодно, нужны только техники, которые этот параметр с вас снимут. И поэтому сейчас очень необходима литература, которая позволяла бы человеку ориентироваться вот в этой, так сказать, революционной ситуации. Вообще надо сказать, что на наших глазах вот разворачивается медицинская революция, точнее разворачивалась. Ее начали наши папы с мамами, вот, продолжили там еще кто-то, вот, но как и во всякой революции, там всегда есть этапы. Революцию совершают и задумывают романтики, задумывают. Таковые были во времена доктора Мишкина в 60-е, 70-е годы. Вот. Кстати, уже Платов, наверное, тоже относился к романтической паре. Да. Реализуют, да, вот. Реализуют, безусловно, некие фанатики, но романтики с фанатиками у врачей обычно это одно и то же лицо. Романтично-фанатичный доктор, который спит в больнице,
и лечит больных, то пока ему не зарегистрировали. Вот. Но плодами этой революции всегда пользуются кто? Мерзавцы, которые монетизируют процесс. И вот, наверное, мы сейчас как раз и присутствуем на том этапе медицинской революции, когда плодами ее начинают пользоваться те, ну, в общем, те, кто обычно этими плодами и пользуется в любой революции. А врач, оказывается, не нужен. И вот как раз вот эта книжка-то написана о том, что врач-то в ультразвуковой диагностике ой как нужен. Потому что это метод, при котором доктор должен непосредственно взаимодействовать с больным. Если можно быть в Новосибирске, а больной в Ижевске при магнитно-резонансной томографии, то при ультразвуке такого не будет. И, наверное, это сейчас единственный метод диагностический, который так и остается искусством. Так ведь, Алексей Борисович? Вот. Творчество, я бы так и сказал. Да. Но ведь вот какая возникает другая проблема. Художник-то ведь вещь дорогая, маляр-то дешевле во много. И сейчас людям пытаются объяснить, что вот на этом огромном инструменте вот Денис Мацуев не нужен. Что вы. Представляете, общество, где много Денисов Мацуева. Может быть, у Дениса Мацуева начальник, который будет говорить, вот так играю, вот так не играю. Нет, у Дениса Мацуева может быть только импресарио. И не более того. А у нас в медицине сейчас идет процесс нарождения огромной надстройки в виде начальников. Они превращают и пациента, и врача в продуцентов и поглотителей пакетов информации. И не более того. Не важно, чем вы болеете, важно, что напечатано на бумаге. Понимаете? То есть происходит процесс отчуждения медицины от людей, от носителей самой этой медицины. Кто делает, для кого это делается и как это делается. И вот поэтому вот в этой книжке мы попытались прежде всего не отвечать на вопрос, как сделать что-то. А мы попытались ответить на вопрос, а для чего вообще что-то делать и как надо относиться к этой специальности. Вот. Ну и поэтому я сейчас уже, наверное, буду закругляться. Вот. И попрошу рассказать о специальности и о книге Алексея Борисовича. А дальше мы попросим Алексея Яковлева рассказать о своем впечатлении о книге и специальности и вообще о взгляде студента на нынешнюю медицину. Не откажись, пожалуйста. Вот. А потом вы нам зададите вопросы. Понятно? Алексей Борисович. Да, инфекционная больница, крупнейший наш специалист по эластографии. Евгений Павлович, конечно, все равно сгущает краски. То есть и на Западе есть врачи ультразвуковой диагностики. Но их немного. Их немного, их очень мало, которые занимаются. Он может там одним органом заниматься с крутым аппаратом и получать большие деньги за это. И так вот считать, допустим, я могу быть одновременно и творческим человеком, и одновременно злодеем, оставаться, потому что ничего человеческого мне не чуждо. То есть в больнице я могу и деньги зарабатывать, это тоже есть. Что самое удивительное, на сегодняшний день технологии шагнули настолько далеко, и что появился ультразвук по отношению к тому, что, чем занимался Сергей Жупан сперва, там был ультразвук первого поколения. Сейчас мы работаем на машинах 4-го поколения. А преподавание ультразвука и в сознании как простых людей, так и врачей, как ни странно, остался ультразвук первого поколения. И все назначения, ну, УЗИ там пятки, УЗИ селезенки, имеется в виду сделать УЗИ первого поколения, посмотреть, есть орган, померить его длину, ширину. И единицы только понимают, что мы умеем на сегодняшний день. То есть там 3-е поколение, это доплеры, никто ведь, единицы, там кардиологи занимаются доплерографией, а то, что кровь течет, оказывается, не только в сердце, не только, ну, то есть, а сосуды есть и в печени, и в почках, и везде. Про это почему-то забывают простые врачи, ну, напрочь забывают. То есть я не вижу этих направлений, там, сделать, там, оценить кровоток, какое состояние, хотя они вроде учились в институте и знают, что в основе любой болезни лежит воспаление. То есть вот морфология воспаления, там меняется все. То есть воспаленный орган или здоровый орган. Теперь появилась эластография, такая, сякая.
куча цифр, куча информации. Оказывается, никому она по большому счету не нужна, кроме вот единиц, которые начинают двигать. Теперь, ну вот, ладно, мы там добили в инфекционной больнице эту эластографию печени. Мы доказали, там ставим диагноз уже с большей вероятностью, там достаточно все широко. Ага, дошло до врачей. Что, Сколько лет на это ушло? ну, 5 лет на это ушло, но это самое теперь, оказывается, они жить без этой эластографии не могут. Они не понимают, что мы делаем, но они читают, что какую-то F1, Вот, вот. F2, F3 мы что-то там В пишем. этом и парадокс, что есть такая штука, я правда не знаю, что это за штука, да, говорят они, но жить мы без нее не можем. Да. То есть я сталкиваюсь с этим каждый день. То есть они на меня злятся. То есть это дорого, то есть аппараты дорогущие, там под 20 миллионов стоят. Человек заплатил там 2000, пришел. Я говорю, вам это нахрена? Нет, доктор сказал, вы чем-то болеете. Нет, у меня все нормально, но доктор сказал надо. И понять, зачем это нужно доктору, зачем я это делаю, я не могу. Назначено. Главный врач одобряет, потому что процедура нигде не прописана, это в ДМС ее нет, смело назначай любую цену, монетизируй. Хотя информация дает колоссальную, если ее понимать, зачем она используется. Вот эта книга как раз вот про это, про то, вот раньше нам говорили, когда мы учились, что лучшие УЗИсты получаются из патоморфологов. Это так, то есть тот режет, видит, то есть, или лучший диагноз это патонатом. УЗИсты это те же патонатомы, только мы режем звуком и по-живому. И мы все это видим, раскладываем. И если мы понимаем физику, понимаем суть воспаления и как формируется наша картинка в зависимости именно вот от этого, то мы действительно приближаемся, получаем колоссальное количество знаний от увиденного. А если мы будем смотреть, вот как многие сейчас там УЗИстов обучают, ну, как говорится, на курсах кратковременных, как было миниатюра. Да, то есть им показывают картинки, и они, то есть вот начинающие УЗИсты, они любят смотреть картинки, а вот старичье-то оно любит читать статьи. То есть, а в картинках непонятно что, он увидел это знакомое, а точно так же, вот это хорошо описано в книге, точно так же одинаково могут выглядеть абсолютно разные процессы. Может выглядеть киста, может выглядеть рак, может выглядеть абсцесс, ну и может выглядеть там здоровая, там добавочная какая-то сосудистая структура, и все это будет одинаково. А для неграмотного специалиста или кто, это, то есть он увидел, и он может написать ерунду какую-то полностью. Вот. А теперь представьте, если за $1000 человек покупает беспроводной датчик, Да. и начинает изучать сам себя. Буквально секундочку прерву. Раньше всегда очень смешные истории случались, когда больные пытались прочесть латинские фразы, написанные корявым почерком, да, на русский лад. Например, у нас такое было обзывательство медицинское, ну, шутка такая. Вот. Цель приобид. В общем, одна больная каким-то образом вот прочла слово, и она думала, что она больна болезнью под названием цель приобид. И ходила, выносила мозг некоторым докторам. Вот. Они, видите, они покупались, почему? Они были недостаточно эрудированные, мне могло прийти в голову, что она могла чего-то выдумать. Это с одной стороны. Или, например, был такой замечательный диагноз общий фимоз. Вот. Или такую лекцию прочли. Бипедальный демарш и его влияние на уровень заболеваемости аппендицитом в Южной Африке была такая санитарно-медицинская лекция. То есть сон разума рождает чудовищ. Если специалист может порождать чудовищ в результате своей работы, вы представьте, что обычные люди могут навыдумывать себе. Ну. Я вот развиваю эту тему, я преподаю дистанционно на международном интернет-сообществе врачебно-языковой диагностики. Ставлю там диагностические задачи. Последнее время, то есть читать это люди, то есть я же смотрю, что присылает ответ, и там должность, зав, там врач высшей категории, это ужас, что пишут. То есть это вроде как анонимно для других, но я-то это вижу, то есть люди заслуженные, там, начальник, там, частная клиника такая-то, частная клиника такая. В последнее время я выставляю очень часто норму. Вы бы видели, что пишут люди на норму, то есть придумывают все, там, 4-летних детей,
цирроз печени, жировой гепатоз, а последнее, вот, буквально несколько дней назад пришел я, девочка попила компотику, пришла, желудок наложился, как все, это не желудок для них сразу, это стал гигантский желчный пузырь, там таких мне симптомов, синдромов в интернете можно такого выискать, я сам не знаю, что они пишут мне в ответ, то есть я не знаю всех этих симптомов там. Но они же по авторам мне пишут, то есть они думают, что я их там так сильно обманул и такую хитрость. И там 4 человека пишут там, девочка там что-то съела, пишут, да, попила компотика. Да, и этих людей вот там в клубе состоит там несколько тысяч человек, то есть специалистов, которые вот четко ориентируются, и я бы доверил там себя смотреть их единицы. Вот такая литература нужна, потому что в массе своей книжки или переводят бездумно, и пытаются и все это под своим именем публикуют, как будто они сделали открытие, или ряд наблюдений каких-то обобщают непонятным образом и тоже пытаются всех учить. Ярким примером вот является город Екатеринбург, где молодой человек по фамилии Благодир, не постесняясь его, он, не имея ни звания, ничего, став членом, заплатив долларов 15, там, американского какого-то, в штате какого-то общества, это можно сделать по интернету любой из вас. Членство в Европейской ассоциации врачебной диагностики стоит 15 евро в год. То есть это может позволить себе каждый и будет писать член Европейского общества, там, великий врач. Вот. И этот Благодир, он организовал цикл, получил лицензии. Сначала он сунулся к председателю, к российскому нашему Митькову, тот его послал. То есть он мужик конкурентный, то есть он видит, что это ничто. Нет, он нашел где-то лицензии, теперь ездит по стране, читает лекции, что Митьков ничего не знает, ничего не соображает. И учит людей, и наши доктора ездят туда, то есть потому что это быстро, это дешево, ну он цены не загибает, и они получают сертификат. И он еще, он учит, то есть вот он учил Евгения Павловича. Нет, недолго. Женя не выдержал, убежал. Мы там сидели, пинчок, там я и пытались. Вы сидели спереди, а я, слава богу, сзади. Там такими вопросами, то есть там ваша эластография, это фигня, забудьте про нее. Весь зал ржет, пальцы до меня показывают, которые с эластографией. И вот и такое происходит сплошь и рядом везде. То есть, чтобы хоть как-то, ну, слава богу, Евгений Павлович преподает, и в помощь вот существуют такие книги, он разродился вот трудом с правильным подходом к обучению и пониманию процессов, то, чем мы занимаемся. То есть не от того пляшем, не от картинки, которую вы видели, все-таки от субстрата болезни, от патоморфологии. И это главное. Вот все, пожалуй. Ну, спасибо, конечно, на добром слове. Но я еще раз подчеркиваю, это плод междисциплинарный, точнее, это вот реализованный междисциплинарный подход. И все спрашивают, где инновационная медицина, где инновационная медицина? Инновации находятся в голове, правильно, Алексей? Ну да, вот смотрите, вот то, что говорил он сначала, то, что вот, почему врач ультразвуковой диагностики? Вот если каждый врач ультразвуковой диагностики сталкивается с тем, к нему приходит больной, ну доктор, ну что у меня, расскажи, как лечить, все. Так иди к врачу. И что сейчас мы слышим от него? А где, говорит, этот врач? Мы говорим, не знаю. Повезет, найдешь. Повезет, найдешь. Нету врачей. То есть еще лет 15 назад я знал, туда знакомых своих распихать, кому послать. То есть, ладно, диагноз посмотрю, поставим. А чтобы кто что понимал, нету. Как процесс идет вообще, не знаю. То есть вот с трудом. Вот у нас есть аппарат в больнице уникальнейший. Вот, то есть чудо. Французы изобрели, не знали, куда деть, в рекламных целях нам поставили. Мы вот 7 лет, то есть у американцев 4 года после нас они только его подтвердили, по ФДА прошел лицензию. Может 4 года во всю Францию там писали статьи. И кафедра инфекционных болезней ни одну работу не сделала с помощью его. Им не надо. Вот что, они мне звонили, Малинин, и говорит, надо все-таки по семинаре. Это сколько лет прошло? Не знаю. Вот 7? Да. Вот 7 лет люди, которые пользовались этими данными, не задавали себе вопрос, для чего мы все это делаем. 7 лет. Это ж вот, семимильными шагами. Поэтому вот все инновации, они тормозятся не на уровне даже денег.
они тормозятся в голове. Инновации, как и разруха, рождаются в голове. Вот. А для того, чтобы они там родились, надо знать, чего хотеть. Видеть хотя бы какие-нибудь удаленные ориентиры, куда Ну двигаться. да, в принципе, когда человек что-то хочет, он это и получает. То есть до того, как мне дали этот прибор, я с этой эластографией, которая как бы в принципе не существовала, я все равно к ней ко всей приставал, я писал письма какие-то с мольбой о фиброскане мифическом. Тут все так и сложилось, что оно ко мне пришло. Вот я ведь пробил, тут все-таки добил другого ассистента, который защитил докторскую Саркисяна. Я говорю, ну, Малинин не чешется, давай хоть это самое. Нашли мне эту самую девочку, которая будет сейчас делать эластографию. Мы все-таки решили почки. Народ начал в мире почками заниматься эластографией. Там интересные результаты получаются. Они Никто не совсем спорит, другие. в том-то и дело. Вот мы сейчас ГЛПС за сезон добьем. То есть, понимаете, еще раз мысль, что на самом деле для того, чтобы двигаться вперед, нужны не деньги, а желание двигаться вперед. И вот эта книжка, вот там специальная глава, посвящена формированию мотивации. То есть самое главное, чему мы должны научить учиться и научить хотеть учиться и двигаться вперед. Показать хоть какой-то ориентир, что вот оно как может быть. Но я надеюсь, Леш, что и у меня появится Холостов, мы можем так обмениваться, а не так, что ты в инфекционной больнице, а я во второй городской. Потому что у меня больные, аппарат у него. У меня 3 аппарата уже. 3 аппарата вот. И вот очень трудно нам взаимодействовать. Как раз вот для того, чтобы спокойно зашел, сделал и вышел. Так что надеюсь, что книжку прочтет начальство. Мы же начальство звали сюда. Где оно, да? Где этот Минздрав? Начальство надо заинтересовать материально. Увы. Ну ладно. Леш, садись. Вот давай-ка мы спросим другого Алексея. Да. Вы не поверите, значит, Алексей рецензировал книжку после лицензии Зыкина Бориса Ивановича. Вот, он сперва прочел лицензию Бориса Ивановича Зыкина, который нам говорил, а зачем вы все это написали? А знаешь почему? Он потом созванивался и списывался. Он говорит, вы же все пользователи. И вот такое ощущение, как вот есть маги и маглы. Понимаете? Я много раз, когда бывал на Западе, пытался выяснить, кто же является разработчиком всех новых технологий. И выяснил, что это какие-то небожители. Они неизвестно где, они скрыты от глаз, до них не достучаться, их хранят как, там, не знаю, как сокровища, и не дают до них дотрагиваться пальцем. Но мы-то живем в сложное время и в Удмуртии, и поэтому мы и есть те, кто творит эту медицину здесь и сейчас. Нет, вот буквально вебинар был по желчному пузырю. Но ты же про полипу рассказал. Вот. Нет, вебинар был это самое, с баллами от дикциона. Там присутствовали от Удмуртии я и Желудова. Рассказывал профессор Брюховецкий. Я задал вопрос, а как же эластография? Он сказал, ну, это пока мало изучено. Я же в интернете задаю, то есть отмолчался, ушел. Но про поджелудку, правда, он потом образование поджелудка, он ее понял. Человек не занимается этим, поэтому знает мало. Да. Ну вот подрастающее поколение, 5-й курс или 6-й? 5-й курс. Медакадемия, Алексей Яковлев. Человек, между прочим, уже оперирующий. Почти зрелый. Вот расскажи вот свое впечатление, во-первых, от того, как применяется ультразвук, и вообще от того, что творится у нас сейчас в медицине, в взаимодействиях, в взаимоотношениях врачей, диагностов и реализаторов. Актуализаторов. Издалека пойдем. Случилось так, что дом меня называют скотиноврач. Я работал, сейчас работаю ветеринаром. Ну, кушать все хотят, я тоже. Прихожу я в клинику и стоит передо мной такой ящик. Ну, у меня же курс УЗИ-то был. Я себя в голове, я все знаю. Я пришел, смотрю вот на этот ящик и понимаю, Господи, прости. Вот что там надо видеть. Не проходит 2 недель, мы переходим на... у нас образование по циклам, поэтому несколько дней в одной больнице, в другой. Я прихожу в 6-ю городскую больницу Ижмаш. Самая крупная больница Удмуртии. И там стоит точно такой же аппарат. Вот точно такой же ящичек. Не в больничном комплексе номер 2 труда, а который на Измаше. Вот точно такой же ящичек, один в один. И у меня случился первый экзистенциальный кризис. Как Халимов. У него самая большая больница. Не думаю, что ему не хватает денег на нормальный аппарат. Мало того, этот нормальный аппарат стоит рядом.
Он большой, укрытый чехлом, его даже не распечатывали. Пришла бабушка в очках, поправила очки, посмотрела на это маленьком экране, что-то написала и ушла. Вот. И при этом другая бабушка, которая там лежала, спросила ее, а что там? Та ничего не сказала и ушла. Отдала какую-то бумажку, на которой непонятно, что написано корявым почерком. К чему правители Надеют-то говорили? Один в один. Приходишь во все клиники, ставят вот такие ящики, на ящички смотрят, кто-то что-то пишет и уходит. Полгода назад мне купили аппарат более-менее, и я все время смеюсь. Можно видеть глиста в кишке котенка. Мы видели, это смешно, когда в толстой кишке что-то ползет. И ты думаешь, а кишка ли это или глист? Оказывается, глист. Все к чему говорю. Вот для того, как бы это сейчас крамольно не звучало, для того, чтобы быть нормальным врачом УЗИ, надо быть всего лишь анатомом, и не больше. Надо понимать, что ты видишь. Вот это лично мое мнение. Надо понимать, для чего ты это делаешь, как и что ты видишь. Патологий слишком много, нельзя все выучить, нельзя все узнать. Вот фамильных симптомов у одного аппендицита 100, а кому они нафиг эти все 100-то нужны? Вот кому? Ну, по мне так никому. Вот. И мы имеем аппарат УЗИ и пользуемся им как направо, налево, ну, ни для чего. Это первая часть. Что касается книги. Есть очень много от профессора Зыкина было написано крамольных фраз в область вступления. Во вступлении хорошо сказано, что врачу УЗИ надо постоянно увеличивать свои знания. Нужно увеличивать объем своих знаний, как-то их использовать. На что профессор Зыкин написал хорошую фразу: это зависит только от врача. Да, неправда. Не только от врача это зависит. Врач тоже человек, как бы мы его не идеализировали, он хочет и дома спать, и вкусно кушать, и отдыхать. И работать просто так, без всего, просто за идею, мы, к сожалению, из этого времени ушли. А на самом деле, почему в крупных промышленных предприятиях отправляют учиться и с них требуют не бумажку, то, что они туда поучились, а знания, а от врача требуют акт повышения квалификации и не факт, и вообще глубоко не факт, что он там был. Он мог хорошо копить все деньги, просидеть на этих курсах квалификации пьяным, прийти с бумажкой, и он уже молодец. Сейчас очень много еще говорят о реформе образования, что она неправильная. Вот она непродуманная. По мне, так правильно отправлять очень много людей в поликлинику, чтобы они там сидели и смотрели. Я вижу своих одногруппников, у которых понятия мочевой пузырь и желчный пузырь почти ничем не отличаются. Когда они ставят датчик, мы все проходили через этот цикл, ну все. И когда моя одногруппница, будущая УЗИстка, как она себя гордо именует, поставила датчик на мочевой пузырь и увидела желчный, было для меня все, это был конец. Вот. Насчет книги. В книге написано очень просто об очень сложных вещах. У нас всегда помню, мой одноклассник, он тоже в медакадемии учится, он сказал: я поступаю в медакадемию, потому что тут физики нет и математики. А там целая глава посвящена физическим основам. А ведь если этот метод физический, то надо же понимать, что мы с ним делаем. Почему-то рентгенолог понимает, для чего он добавляет жесткость. И как сила тока и напряжения в трубке-то зависят. А вот врач УЗИ имеет такую возможность не знать, как работает аппарат. По мне, так это грустно, и нормальных руководств, написанных простым языком, нет. А вот эта книга позволяет решить эту проблему почти одномоментно. Спасибо. Так вот, к чему мы и приходим. Что, наверное, специальность ультразвуковая диагностика, спасибо, Леша, вот, она у нас, может быть, явится рассадником врачей новой формации. А? Как ты думаешь, Алексей Борисович? Нет. Нет. Или она будет снова рождать, сон разума будет рождать чудовище. Не знаю, что будет.
Видите, мы сейчас присутствуем, живем вообще... Хороший врач, он и без ультразвука. Да, тебя мы живем в просто- удивительное время. Сегодня была ситуация, у меня ложится больной, у него спит, уже не ВИЧ, спит, и гепатит С. Рядом вот у меня курсантки. Вот он ложится, вот, я говорю, я сразу спрашиваю, у тебя ВИЧ есть? Есть. Ну, ложись, говорю. И она меня спрашивает, курсантка, врач, как вы догадались, что у него ВИЧ? Ну, я не буду. Да. Я говорю, так видно? Она говорит, а как видно-то? Ну, вот. Я говорю, ну, во-первых, трудно объяснить, как это видно, но я попытался объяснить в смысле, логическую цепочку. Дело в том, что вот ультразвук это как метод Шерлока Холмса дедуктивный. Шерлок Холмс посмотрел там, на какую-нибудь крышку часов и там выдал целый объем информации про владельца этих часов. Это с одной стороны. И кажется, что, когда он рассказывает, все просто, кажется, что это чудо. С другой стороны, тоже сидит Шерлок Холмс и говорит Ватсону про то, что у него на затылке плешь, там, и еще что-то такое. Вот. И Ватсон говорит, как вы догадались? Тот ему начинает вешать лапшу на уши, входит миссис Хадсон и говорит, он просто видит ваше отражение в чайнике, в кофейнике. Понимаете? И вот получается, что с одной стороны существует совершенно необъяснимая вера в чудесность метода и совершенно необъяснимое нежелание вникнуть, что этот метод реально дает. Так ведь, Алексей Борисович, получается? Абсолютно. Да. И в результате-то мы пришли к тому, что ультразвуковая диагностика превратилась из диагностического метода в некий ритуал. Вот То есть она выполняется часто с ритуальными целями. на сегодняшний день Хорошо. 90% назначений Не имеют содержательного смысла. они просто бессмысленные. То есть они для галочки, для, не знаю, для комиссии, для прокурора, чтобы Знаете, для отмазки. Ритуальные Но не нужны УЗИ. врачам. Ритуальные УЗИ. Ну, доходило до смешного. Вот, правда, не про УЗИ. Как-то был я на выезде в одном поселке, и забыл осветитель корректора моноскоп. Вот, и мне говорят, надо выполнить ректороmoноскопию. Я говорю, да я бы рад, не могу. Вот, потому что у меня осветителя нет, и там ничего не увижу, там темно будет. И тут мне врач в поликлинике говорит, вы знаете, мне надо только, чтобы вы засунули ему в задницу эту железную трубу. Можете вообще там не включать электричество. Понимаете, вот до чего доходит? Также и с ультразвуком получается, что с одной стороны он становится доступен всем, но если что-то становится доступно всем, нет никакой надежды на то, что это будет сделано квалифицированно. То есть с одной стороны метод профанируется, а с другой стороны он остается таким же неизведанным, нераскрытым, неисхоженным, недопрочувствованным, недопочувствованным, понимаете? То есть в клубе стоял рояль Стейнвей, но на нем играли собачий вальс всегда. И только когда приехал Денис Мацуев, выяснилось, что это ого-го, такая штуковина, да потому что любой аппарат-то мертв, без носителя знаний. Вот интересно, вот скажу, я сейчас работаю, подрабатываю в ЛДЦ, МИПС ЛДЦ, томографистом. У нас там 2 томографа, магнитно-резонансных, 2 КТшника. И они купили крутой УЗИ-аппарат с эластографией и пригласили меня. Зачем? Ну, то есть, грубо говоря, уж куда круче-то? Оказывается, они много чего, то, что видят, они не понимают. И тут до них дошло, что, пообщавшись, что я просто им могу понять и разъяснить то, что они видят. Они это могут описать, но понять они не смогут. У них нет возможности даже на такой диагностической. А ультразвук это может. И вот тут мы упираемся в самое главное, ради чего и написана книга и почему она должна быть в национальной библиотеке. Мы хотели ее сделать доступной для максимального количества интересующихся. Понимаете, чтобы каждый мог подойти к роялю Стейнвей и хотя бы одним пальцем на нем что-то постучать, понимаете, с одной стороны, и получить представление, чего ждать-то от этого метода. Не ждать ни чудес, ни профанации, а относиться именно к ультразвуку как к хорошему, удивительно развившемуся в нашей стране на безрыбье методу прямой визуализации органов и тканей. Методу узнать, как мы все устроены. Вот. Поэтому спасибо вам за внимание с одной стороны, коллеги. Если у вас есть вопросы, задавайте. Ультразвук же все-таки скрининг или метод больше?
О. Нет. Знаете, вот ультразвук может быть. На одном и том же аппарате можно сыграть пульку-бабочку и муху. Понимаете? И Шопена. Поэтому мы можем скрининг сделать. Вообще понятие скрининг, оно очень такое смешное надо понятие. Вот сейчас идет всеобщая диспансеризация. Вот, да, я тоже Да, вспомнил. да. Совершенно бессмысленное занятие. Когда приходит человек и говорит, ему написано, надо посмотреть поджелудочную железу, матку, через переднюю брюшную стенку и почку. Я говорю, странный набор. Что вы хотите? И складывается впечатление, что диспансеризация это как в анекдоте. В магазин завезли суповой набор. Ухо, горло, нос, писька, сиська, хвост. Как из этого всего можно представить целостное впечатление о человеке? И поэтому на самом деле скрининг подразумевает чрезвычайные обстоятельства, в которых надо работать. Паша, помнишь, рассказывал, как работали в Чернобыльской зоне? Когда едет цепочка, значит, вагончиков, в которых каждый выполняет свою одну функцию. Но скрининг заточен под одну цель и задачу. Выявить в одном органе определенные изменения. Никто же цели и задачи-то не ставит, а у нас скрининг расшифровывается как поверхностно что-то посмотрел, вдруг увидел. Вот. Поэтому к скринингу надо относиться адекватно только тогда, когда четко сформулированы его цели и задачи. И вот как раз книжка-то в первую очередь написана ради того, чтобы каждый врач и любой интересующийся мог сформулировать цели и задачи. С чем в наше время очень сложно. В хирургии все-таки вот скрининг, я понимаю, там, то есть на экстренном дежурстве. Есть пузырь или нет Да, пузыря? есть пузырь, нет, есть кровь, нет крови, Да. жидкость брюшная, есть там пневмоторакс, все, вот это Или, нормально. или расширенная желчная протока, не расширенная желчная протока, все. Но А когда главный УЗИст республики, нынешний, не прошлый, а нынешний, говорит, что при диспансеризации ни в коем случае не мерить то-то, 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 пишите два слова, есть орган, нет органа, все. Функция выполнена, потому что не оплачивается. То есть, вопрос, тогда зачем все это затевать? для бумажки. То есть, понимаете, это ж надо ритуальное исследование. Вот раньше шаман в бубен стучал, сейчас посылает на УЗИ. Лучше всех ответил Паша в свое время, не проспавшись. К нему в 3 часа ночи пришел радостный студент с больным и говорит, УЗИ. На что Павел Саныч меня рявкнул в ответ, сам УЗИ. И захлопнул дверь. Понимаете, это все превращается в анекдот. То есть, взлетает самолет, бортмеханик, точнее пилот, бортмеханик был, приборы тут 8. Что 8? А что приборы? Точно так же. Больной на УЗИ. Чего УЗИ? Зачем УЗИ? Кого УЗИ? Как УЗИ? Ну, все договариваются как-то. Вот мы живем, допустим, есть отделение кишечных инфекций. То есть, что там, по идее, надо смотреть на УЗИ. Кишечник, ну, можно посмотреть. Ладно, там воспаление. Но ведь никто не смотрит. Это достаточно трудоемкая работа. Поэтому на всякий случай назначают УЗИ печени. То есть, печень у них здоровая. То есть, но сделано. И все. То есть больной перед смертью потел? Да. Это хорошо, это хорошо. Вы правильно думаете. Вот. Ну, в общем, 90%. Да. Поэтому мы живем в такое анекдотическое время, когда надо учиться задавать вопросы прямые и искать на них ответы. Вот мы вам книжку фонды дали, пусть она у вас фонды будет. Так что спасибо, коллеги, за внимание. Вот. 7 часов как раз. Да. Я пойду на работу. А, ты все-таки. Да, я все-таки дежурю. Или Паша держит. Да я дежурю, мы вместе не дежурим, там меня должен был подменить. Понятно. Вот. Так что спасибо, что позвали. Ну и, конечно, раз уж у нас протокольная съемка, значит, еще раз должны мы с Лешей сказать, что был у нас замечательный, главный внештатный специалист по ультразвуковой диагностике. И то, что в Удмуртии ультразвуковая диагностика все-таки находится не на последнем месте и на должном, даже на фоне других регионов, вот, она очень даже неплохого уровня, это заслуга Юрия Ивановича Пинчука. Поэтому, вот, если пусть на этой протокольной съемке останется наша благодарность Юрию Ивановичу Пинчуку за его титанические усилия по созданию этой Но при этом жизнь сегодняшняя реалии устроена так, что когда он сказал, что нельзя так работать, надо вот что-то делать, ему сказали, пишите заявление, валите.
Он написал и свалил. Вот. Никому не нужны умные, ищущие правду. Да Так что ладно. мы, кое-где даже я, сидели, вопрос? скрининги делаем. Куда по цвету-то сейчас бежать? Вот большой вопрос. Куда бежать? Ну, зи- Нет, вот в том, понимаете, вот в чем штука. Не хотелось бы нам Да, этого. да, вот в чем нам бы этого не хотелось бы. Во-первых, пациент должен сесть и понять, болен ли он вообще. Он сам может это понять? Для этого он должен, понимаете, ультразвук начинается с формулировки задачи, прежде всего. Он должен идти к тому врачу, который Который может сможет работать сформулировать без задачу. УЗИ. Для того, чтобы правильно быть врачом УЗИ, качественным, надо прежде всего уметь работать с пациентом без УЗИ. Да, но сейчас ведь, наверное, существуют стандарты, которые вот требуют УЗИ провести, и все, хоть ты застрелись. Вот. К любому врачу приходишь, она говорит, ну вообще-то вам УЗИ не надо, но я обязана вас туда-то отправить. Да, но это протез медицины. А медицина начинается с разговора, пальпации, аускультации, перкуссии и непосредственно. Хорошо, если так врач рассуждает, он говорит, я вас и так вылечу, но для бумажки сходите, он и направит, и это самое. Ладно, но ведь по-другому так, сходите, возьмите, сдайте анализы, сделайте МРТ, УЗИ и еще... А потом врач говорит, а я в этом ничего не понимаю. Да, то есть приносишь все, и для чего вот это все, вот она смотрит, Да. ну, в общем, ладно. Ну, я вам должен честно сказать, что направление на какие-либо инструментальные методы часто как бы носит цель именно направить. Вот, и чтобы там больной затерялся там, да. И одно оставить там на сиденье волкам. Понимаете, вот. Поэтому проблема состоит в том, что кризис взаимоотношений пациентов и врачей, он наступил. В Америке одна за другой выходят книги, которые говорят, что врачи-то уже не нужны. Существуют методы исследования и существуют методы компьютерной обработки, алгоритмизации тех или иных решений. И зачем врач-то? Вы себе электроды прилепили, датчиком поводили, по интернету все это переправили, и вам некто ответил, что надо делать. Так вот, мы же стоим за то, чтобы врач оставался врачом, аппарат оставался аппаратом, и чтобы никогда не возникала фраза как «Ну что там показывает аппарат?» Слыхал такую фразу неоднократно? Я говорю, говорит и показывает Москва. А мы визуализируем органы и ткани. Так вот, штука состоит в следующем. Аппарат для ультразвуковой диагностики заканчивается не на уровне стекла монитора. Этот аппарат заканчивается на уровне зрительной коры, больших полушарий. Наверное, так. И поэтому, если отсутствует вот эта последняя деталь, кора больших полушарий, вот, то никакой монитор не поможет. Но так как нельзя быть во всем совершенным, хоть книжку поставим в национальной библиотеке. Глядишь, у кого-нибудь мысль о коре появится. Спасибо. Спасибо огромное. Ну ладно.